До начала нового учебного года осталось совсем немного времени. Как он начнется и какие изменения ждать школьникам, учителям и родителям, об этом мы сегодня спросим у министра образования и науки Республики Саха-Якутия Михаила Сивцева. Добрый день. Накануне исполняющий обязанности председателя правительства республики заявил, что 1 сентября традиционная линейка будет организована только для первоклашек. Как будет проходить этот праздник для остальных школьников? Действительно, это так. Ограничения связаны с тем, что в том либо ином населенном пункте может быть случай ковид. Вот. Если мы смотрим именно такой населенный пункт, то мы должны исходить из требований безопасности и ограничений, которые рекомендованы на одного обучающегося, то есть 3,5 квадратных метра для проведения групповых занятий. Вот. И есть рекомендация проводить 1 сентября для обучающихся в составе своего класса. Вот. И если мы смотрим вот эту картину реально на примере одной школы, то города Якутска, видим, что в городе Якутске есть там 4 класс-комплекта первых классах. Соответственно, если обучающийся приходит с родителями, то мы можем получить одновременно скопление большого количества детей. Исходя из этого, реально проводить на примере города Якутска 1 сентября для всех детей как торжественный праздник только для первых классов. Но если мы понимаем, что наша школа расположена в населенном пункте, где мы по графику в принципе можем организовать в составе класса вот это мероприятие, то мы можем очно проводить. Вот. Премьер-министр вчера как раз об этом говорил. Вот. На сегодняшний день на брифинге было сказано, что традиционно очная форма обучения будет сохранена в тех населенных пунктах, где у нас отсутствует случай ковид. Вот. Данная ситуация распространяется примерно на 52% всех населенных пунктов. Это 339, по-моему, населенных пунктов, которые считаются чистыми. Вот. Здесь с соблюдением всех мер безопасности, профилактики, дезинфекции, и иных каких-то конкретных мер, очные мероприятия проводятся. Мы об этом говорим. Как же все-таки в этом году будет организован учебный процесс? Я знаю, что было разработано несколько моделей обучения. Кто будет принимать решение, какая именно модель будет принята в той или иной школе? Мы, как орган, который регулирует вот этот процесс, со своей стороны с привлечением специалистов, руководителей органов управления образования, учителей, экспертов, разработали 5 моделей организации учебного процесса в школах. Вот. Первая модель — это исключительно очно, все нормально. И 5-я модель — это совсем критичная ситуация. Мы не смогли разбить на подгруппы, соответственно, точнее, не смогли реализовать дистанционными технологиями учебный процесс. Соответственно, разбили на 3 подгруппы и ребят обучаем очно в составе подгруппы, исходя из требований 2,5 квадратных метра на одного обучающегося. Но это вот как варианты, линейка, скажем. Далее руководители образовательных организаций, районы наши увидели наши варианты и сказали, что вот 2-я модель для нас точно подходит, для нашей ситуации, с применением дистанционных образовательных технологий и в очной форме. Что означает? Первое, обучающиеся, они могут освоить образовательную программу очно, что мы всем рекомендуем, только в составе подгруппы. 2-я подгруппа в это время находится в дистанционном режиме, осваивает в электронной форме обучение самостоятельно под руководством руководителя либо учителя. На примере, если математики посмотреть, у нас из 5 часов 3 часа еще просто выпали Но мы эту часть предлагаем реализовать с применением дистанционных технологий, как мы это делали весной этого года. Мы не ограничиваем в платформах, это первое, могут использоваться те же Zoom, Discord, но со своей стороны также мы разработали
образовательную платформу, которая позволяет еще и учителям формировать свой контент, то есть записать себя на видео и загружать через личный кабинет в эту платформу и передавать только своим обучающимся. Вот эту платформу мы начинаем сейчас апробировать более активно. Таким образом, мы понимаем, что ограничения есть и формы есть трех видов. Первое – это очное, если чистые. Второе – это очное с применением дистанционных образовательных технологий. Третье – это дистанционно. Все. Дальше руководитель образовательной организации для себя формирует модель. Может руководствоваться, использовать наши модели, может не согласиться, придумать там дополнительные мероприятия, подходы обучения. Например, я озвучил, что часть обществознания из одного часа, например, вы можете отвести на дистанционную форму обучения, все собрать в кучу. Вы можете, чередуя неделю, проводить очные занятия. Но это уже определяет образовательная организация самостоятельно, но при этом должны издавать, конечно, определенные локальные акты. Мы в своих рекомендациях напишем обязательно об этом. И внести некие изменения в рабочую программу учебных предметов. Как в этих сложных условиях готовятся образовательные учреждения к новому учебному году, в том числе учитывая распоряжения и предписания Роспотребнадзора? Первое, что мы делаем, конечно, мы осуществляем сейчас подготовку школ с точки зрения традиционных подходов. Это уборка, это текущий ремонт, где-то капитальный ремонт и обеспечение приемки образовательных организаций. На сегодняшний день 72% образовательных организаций, они уже прошли приемку. Это с точки зрения традиционных подходов. Второе, мы имеем рекомендации Роспотребнадзора и постановление Роспотребнадзора о проведении мероприятий по обеззараживанию, по дезинфекции помещений, по обеспечению средствами индивидуальной защиты работников, пищеблоков, технических работников. Вот в этой части подготовка идет, и планируем до 31 августа, до начала учебного года, завершить все мероприятия. Для этого приобретаются на сегодняшний день рециркуляторы. Общая на сегодняшний день обеспеченность всех образовательных организаций, исходя из логики, один рециркулятор составляет на 2 аудитории. То есть мы видим, что по этой логике, по графику коллеги могут безболезненно провести это мероприятие. Приобретаются средства муниципальными районами. Но мы видим, что есть определенные финансовые сложности у муниципалитетов. Поэтому правительством разработан механизм возмещения части затрат, понесенных муниципалитетами. Данный документ разработан, в ближайшее время мы утвердим, но тем не менее, со своей стороны я тоже издал приказ и рекомендовал муниципалитетам уже тогда приобретать эти рециркуляторы с условием возмещения. Сумму возмещения мы озвучиваем, исходя из средней стоимости одного рециркулятора на 30 квадратных кубов, 15 тысяч рублей переносной, ориентировочно. Кстати говоря, о средствах индивидуальной защиты, нужно ли будет школьникам во время уроков одевать защитные маски? Нет, школьникам не обязательны маски и вообще средства индивидуальной защиты. Мы говорим о наличии таких средств только для работников пищеблоков и техперсонала. Вместе с тем, со своей стороны, говорим все время, и я повторяюсь и призываю все-таки выработать новую модель поведения в условиях такой сложной эпидемиологической ситуации. Мы понимаем, что респираторные заболевания, они передаются воздушно-капельным путем, поэтому наличие маски у ребенка – это в том числе залог безопасности для окружающих. В классе нет, но пока вы находитесь в общественном месте, либо на общественном транспорте, одевайте, пожалуйста, маски.
В сентябре-октябре этого года должны будут пройти всероссийские проверочные работы. Как они будут организованы, учитывая то, что последнюю четверть прошлого учебного года выдалась очень сложной из-за лета, многие подзабыли учебную программу. Конечно, волнует родителей. Мы фактически с марта, где-то с конца марта находимся в дистанционном режиме. Считаем, что наши дети подзабыли, возможно. Но если даже они подзабыли, в этом ничего страшного нет, в этих мероприятиях. Наша задача сейчас объективно провести всероссийские проверочные работы для того, чтобы оценить текущую ситуацию. Никаким образом это не отразится ни на оценку прошлого учебного года, ни на оценку этого текущего года. Это контрольное мероприятие. Мы никого не наказываем, система никого не наказывает, а только вырабатывает лучшие рекомендации, что нам нужно делать для того, чтобы восполнить, если был такой пробел. Это самое ключевое. Второе. По итогам единого государственного экзамена я вижу, что на самом деле качество у старшеклассников не сильно пострадало. Потому что по особенностям возраста у ребят выработались навыки самостоятельного освоения материала. И в этом году у нас 33 стабальника. Это практически 2 раза больше, чем в прошлом году. Может быть, времени больше было, но тем не менее я считаю, что ребята самостоятельно готовились. Значит, у них был навык. Теперь наша задача всем вместе формировать эту самостоятельность, постараться у большинства обучающихся. Я не говорю о начальных классах. Я говорю, начиная с 5 класса. Это тоже новая модель, новый тип мышления. Если по рекомендации Роспотребнадзора по площади на одного школьника это 2,5 квадратных метра, большие классы придется разделить на 2, может быть и на 3 группы, то возрастет ли в этом случае нагрузка на учителей и как это отразится на их зарплате? В этом случае мы рекомендуем использовать комбинированные подходы. То есть на примере той же математики я поясняю, что 3 часа можно отвести с применением дистанционных технологий, возможно, Zoom, Discord, какая удобна для учителя, для детей. 4-й час в очном режиме в составе подгруппы в классе и электронно 5-й час по разработанному материалу учителя. Таким образом, у учителя сохраняются все те же 5 часов нагрузки. Если учитель считает, что на 2-ю подгруппу уходит еще 1 час, я отвечаю о том, что не уходит, потому что 5-й час обучающийся в электронной форме осваивает самостоятельно. А учитель 5-й час отводит для проведения занятий со 2-й подгруппой. Ожидается ли корректировка учебных программ с учетом принятых новых форматов обучения? Нет, форматы, они не меняют содержание образовательной программы, только в образовательной программе школы должны отразить, какие технологии могут быть применены. В этой части возможно дополнение образовательных программ, в части формулировок. Это первое. Второе, рабочие программы учебных предметов, то есть то, что учителя разрабатывают. Если мы применяем, уже применили весной, я надеюсь, что они уже все внесли изменения. Если не внесли, то требуют небольших доработок в этой части. С начала нового учебного года учащиеся начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Готова ли наша республика к такому? На прошлой неделе, в понедельник, Иван, мы подписали соглашение с Министерством просвещения на организацию горячего питания. С федеральных средств поступит в бюджет республики 419 миллионов рублей. Организационно это означает, что мы все учреждения должны обеспечить графиком приема пищи, исходя из продолжительности приема пищи 20 минут. Мы сейчас понимаем, что у нас есть некие ограничения по площадям. Это означает, что мы должны из этой реальности разработать график приема пищи,
всеми обучающимся. Ну, такие графики у нас разработаны. На примере вот школы я могу сказать, что некие школы, которые увидели, что площадей не хватает для того, чтобы обеспечить всех питанием, предусмотрели дополнительные помещения для того, чтобы организовать там прием пищи. Вот. До 20 августа все школы должны отчитаться, и мы должны отчитаться о том, что организация питания будет на соответствующем уровне. Если говорить о национальном проекте образования, как будет продолжена его реализация? Нацпроект образования на сегодняшний день это на самом деле беспрецедентная мера поддержки со стороны правительства Российской Федерации регионам. Те, которые научились разрабатывать проекты, писать проекты, они получают хорошее финансирование. В этом году Республика Саха-Якутия реализует мероприятие на 1 миллиард 127 миллионов рублей, вот, в том числе 646 миллионов рублей из федеральных средств. Да, софинансирование есть, но тем не менее создаются мастерские по стандартам WorldSkills в 3 колледжах, создаются IT-клуб, точки роста, то есть это вот компьютерные классы, помещения общего пользования и так далее на базе наших общеобразовательных организаций. Создается кванториум. Но содержательно Министерство просвещения на сегодняшний день работает над изменением нацпроекта образования. Возможно, не будет изменений по наименованиям, но в какой-то части могут быть изменения. Я о чем говорю? Вот эти же точки роста могут быть для профильной школы кабинетом физики, либо химии. Вот. Таким образом, мы, исходя из реальной потребности школы, то есть образовательной организации, создаем там точку роста. Но смысловая нагрузка, она должна быть взаимосвязана с экономическими показателями региона, либо страны в целом. Куда-то должна двигать нас всех вместе, подготовку кадров. Исходя из этой логики, сейчас работаем над содержанием конкретных проектов. Обычно в эти дни проводится традиционное августовское совещание работников образования. Что будет главным в этом году, на чем будет сделан максимальный акцент? Развитие образования в новых условиях. Первое условие, мы все поняли, о чем я говорю, это коронавирус. Но, тем не менее, перед нами стоит задача обеспечить вхождение Российской Федерации в число 10 лучших стран мира по качеству общего образования. Это означает, что мы все на сегодняшний день должны выровнять качество образования где бы то ни было. В тех населенных пунктах, где у нас имеются малокомплектные школы, есть недокомплект по учителям, мы должны обеспечить равные условия для освоения образовательной программы. Этим будет мериться качество образования. Михаил Петрович, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Вам спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Мы разговаривали с министром образования и науки Республики Саха-Якутия Михаилом Сивцевым. До встречи в эфире.